Россия плавно переходит с бумажного на электронный документооборот. Первым делом осуществили его налоговые органы. А в 2012 году были приняты первые документы «Электронная счет-фактура», что тоже сыграло немалую роль в отказе от бумажного документооборота. Появилась электронная подпись, владельцы которой получили возможность осуществлять многие операции, практически не выходя из дома, плотно работать с порталом государственных услуг России. Государственный портал стал мощным инструментом электронного документооборота с любой точки нашего государства. Удаленно можно вести даже бухгалтерский учет, принимать и отправлять официальные документы по интернету. Совершенствуются и электронные программы, вровень с изменениями в российском законодательстве. Теперь все торгующие организации должны иметь свои базы по торговле в интернете и вести учет продаж и покупок через кассовые аппараты. Всем без исключения требуется предоставлять фискальные данные в налоговые органы. Программ по передаче бухгалтерской отчетности достаточно много, но на территории Якутии более 15 лет твердо стоит на ногах компания «Развитие систем информационной безопасности», представитель компании СКБ «Контур», которые помогают жителям и предпринимателям влиться в эту эру информационных систем. Наша компания работает с СКБ «Контур» с 2008 года. Выбрали именно эту компанию, специализированный оператор связи, поскольку у них онлайн-сервисы нам понравились, и это необходимо для нашей республики, поскольку наши населенные пункты находятся друг от друга удаленно. Первоначально мы внедряли систему «Контракстерн». В нем есть все сервисы сдачи отчетов, налоговые, пенсионные, статистику, соцстрахование. При этом она очень понятная, простая. Все сервисы СКБ «Контур», они не только, скажем, сдают отчетность или в торгах участвуют, но они также и обучающиеся. СКБ «Контур» – динамично развивающаяся организация, поэтому с ними работать нам легко и просто. Каждый год проводят они сертификацию наших специалистов. С 2008 года, как мы работаем, у нас ценовая политика остается на прежнем уровне, и это удобно тоже для наших клиентов. Также сервисы очень хорошо развиваются из-за того, что установка электронной подписи или прохождение аккредитации тоже сделаны веб-сервисы, поэтому любой руководитель, специалист может сам установить. Если мы раньше большое время тратили на техническую поддержку, на обучение, то сейчас наши клиенты приходят и спокойно получают. И мы помогаем в основном сейчас только тем, которые только что начинают внедрять эту систему для себя. СКБ «Контур» – это федеральный IT-разработчик сервисов для бизнеса. Основной офис находится в Екатеринбурге. На данный момент у компании 5500 сотрудников, более 6000 партнеров и 1 миллион клиентов в 85 субъектах России, что позволяет компании четко реагировать на изменения российского законодательства и вносить изменения в свои бухгалтерские программы. Тесное сотрудничество двух компаний, российской СКБ «Контур» и якутской «Россип», позволяет бизнесу Якутии вести достаточно четкий бухгалтерский учет со всеми нововведениями. По моим наблюдениям, Якутия очень активно развивается в плане электронного документооборота. Наш партнер развития систем информационной безопасности постоянно к нам обращается с какими-то вопросами и предложениями по увеличению вовлеченности компаний в электронный документооборот. Плюс со стороны руководства республики, как я знаю, проводятся различные мероприятия по увеличению показателей электронного документооборота, вовлечению компаний и физических лиц в этот процесс. Поэтому можно сказать, что регион очень активно развивается и идет в ногу со временем. Компания «Россип» регулярно проводит обучающие семинары, где знакомит представителей бизнес-сообщества с
последними изменениями в законодательстве. И делают это достаточно профессионально. И вот в этот раз в Якутск для проведения семинара и просто познакомиться с коллективом из северной столицы в качестве эксперта по документообороту из Екатеринбурга приехала заместитель руководителя управления компании СКБ «Контур» по работе с федеральными структурами России Наталья Никитина и региональный менеджер по Дальнему Востоку и Сибири Амандус Антон. Первым делом гости познакомились со столицей Якутии, посмотрев старый город, торговые ряды Кружала и, конечно же, старинный Якутский острог. А во многих городах Сибири такого просто нет. Но вот остроги же были везде, то есть шли казаки там по рекам, они ставили... Единственное, где я видела, это город Енисейск, но это не центр, это Красноярский край. Там тоже есть вот деревянная церковь, деревянный острог, маленький городишко, там меньше 100 тысяч, по-моему. Вот, поэтому здесь город в этом плане уникальный, что тут остался вот этот старый острог, по крайней мере, который был когда-то, вот, который восстановлен и на который можно посмотреть. Гостей удивила не только национальная якутская кухня, но и царство вечной мерзлоты и встреча с якутским Дед Морозом. Позвольте пожелать вам удачи, блестящих, как наш якутский снег, счастья, яркого и незабываемого, как наши северные сияния, и, конечно же, здоровья, крепкого, чем наш якутский алмаз. Дом. Но на самом деле я в таком месте впервые. Я думаю, что на планете их действительно считанные единицы. Вот, и Якутия, наверное, это регион с самой большой концентрацией таких мест. Вообще впечатления о Якутске очень положительные, потому что сразу видно, что это город со своей историей, со своей культурой, очень благодатный край, доброжелательные люди, теплый, радушный прием. Мы по приезду были просто впечатлены до глубины души вот этим радушием, которым нас встретил город Якутск. В гостинице «Полярная звезда» состоялся семинар для представителей бизнеса Якутии. Предприниматели узнали о новых правилах ведения бухгалтерского учета, об обязательных правилах регистрации предприятия и какие штрафные санкции могут быть применены в случае нарушения законодательства России. Представители компании СКБ «Контур» познакомились с новыми продуктами своего предприятия. На данный момент у компании более 30 продуктов. Они включают в себя программы электронного документооборота и электронной отчетности, онлайн-сервисы для предпринимателей и бухгалтеров, а также сервисы для обеспечения информационной безопасности и поддержки. В принципе, на семинары раньше не ходил. Первый семинар это был, потому что для меня это в первую очередь важно знать, как работает касса и какие могут быть допущены ошибки по эксплуатации, так как когда мы покупали кассы, нам первоначально рассказывали вкратце, как с ней работать и какие программные обеспечения в ней есть. А уже на семинаре более подробно рассказали все возможности кассового аппарата. В принципе, у нас идет как сеть магазинов, более 12 уже в городе. Мы находимся и на рынках, и в торговых центрах, и также отдельно стоящие магазины. Так как все-таки мы специализируемся как опты, и чтобы тот же самый продавец накладную от руки не писал, все через чек выдается, и там полностью вся номенклатура, стоимость товара. Поэтому намного удобнее. Раньше продавцу приходилось набивать отдельно стоимость товара на кассовый аппарат и также ввести товарный чек. Намного упростили. Теперь в кассовом чеке сразу указывается наименование товара, стоимость товара, также все прописывается, ставка НДС и все детали. Поэтому товарный чек ушел на задний план и выдается спокойно кассовый чек с полным наименованием товара. Получается, бухгалтерия отдельная, установлен личный кабинет на моем компьютере, и получается, именно я занимаюсь кассами и веду личный кабинет. Через личный кабинет можно увидеть посещаемость магазина, интервал между покупателями. Это, опять же, если на протяжении, там, например, месяца интервал между покупателями 1-2 минуты, а в один период, в другой день, хоп, там 15 минут нету. Тогда уже, конечно, берется на заметку и интересуется, сопоставляются факты, по какой причине не было покупателей в течение 15 минут. Также идет спокойно учеты проводятся в зависимости от ассортимента и остатка товара. В семинаре
Было очень полезно, полезная информация. И услышала ту информацию, которую я почти знаю. Но все равно было полезно услышать мнение других. Мы приобрели в этом году кассовый аппарат Mini Vicro. Это очень удобно. Там у нас выгрузили весь прейскурант наших услуг. И очень удобно работать. Если мы раньше работали всегда вручную, писали каждую квитанцию, каждую услугу. Вот, например, кто-то проходит УЗИ, мы это все писали, фамилию, инициалы человека, услуги какие оказывает, сумму, все это, цифрами, прописью все это писали. А сейчас уже все. Какая сумма поступила на сегодняшний день в кассу, и отчетность тоже, все видно. Человек приходит и оплачивает быстро. Раньше долго сидели, здесь была очередь страшная. Сейчас все быстро-быстро. Хорошими привыкать, быстро привыкаем и ждем еще новых обновлений. СКБ «Контур» отличается от других разработчиков программ тем, что имеет федеральные контакты с налоговыми органами России. Это позволяет компании новые изменения законодательства достаточно быстро переносить в электронный документооборот. При этом разрабатывается сам инструмент, который более понятен предпринимательскому сообществу, позволяющий работать с новыми решениями через интернет. Но мы по разным направлениям работаем. Мы работаем, допустим, с Министерством коммуникации и связи в плане как раз совершенствования законодательства по закон 63 ФЗ об электронной подписи. Мы работаем с другими ведомствами в плане развития электронного документооборота. То есть есть такие, которые сами активно все развивают. Вот ФНС, наше любимое ведомство, мы с него начинали. Они достаточно сами заинтересованы в том, чтобы развивать электронный документооборот. То есть мы, поскольку являемся оператором электронного документооборота в режиме бизнес-to-бизнес, в режиме бизнес-to-government, то есть B2G, B2B и еще оператором фискальных данных, то, естественно, вот все крупные операторы имеют собственные удостоверяющие центры. Мы же понимаем, что нашим абонентам никуда не деться без сертификата, потому что отчетность во все основные контролирующие органы подписывается сертификатом электронной подписи, ну еще и шифруется с помощью сертификата. Вот поэтому мы, в общем-то, работаем в данном случае в двух ипостасях. Якутск тут, в принципе, от всей России не сильно отличается, потому что законодательство общее. То есть и в рамках этого общего законодательства жители Якутии точно так же получают у нас сертификат электронной подписи, пользуются ими, а мы их поддерживаем. Потому что, вы же понимаете, это технологии. То есть технологии всегда будут такой областью, в которой у многих не хватает знаний. Но это нормально. То есть если вы там строитель или каменщик, или там, не знаю, оленей пасете, то, наверное, вы не сможете необходимые знания там сразу получить по поводу, там, как подписать, как зашифровать, какие электронные документы, форматы и так далее и тому подобное. И вот у нас одна из прямо самых основных ролей – это поддержка. Это для того, чтобы, во-первых, был максимально дружественный интерфейс, чтобы пользователь зашел, и в основном на 80% он понял, даже вот не читая дополнительные какие-то документы, обучение не проходя, как ему отправить, допустим, отчет. Вот. Но если он что-то не понял, чтобы он мог позвонить нам в любое время суток, и чтобы ему рассказали, показали, проконсультировали, чтобы он все это вовремя сделал, на штрафы не попал. Но вот что по поводу изменений законодательства, да, то есть нам никогда не дают расслабиться. Мы производим не чайники, мы производим системы, которые все время развиваются. Поэтому мы тут не только вот наращиваем функциональность, там, чтобы там, не отстать или опередить конкурентов, мы должны все время соответствовать законодательству. В якутской компании «Россип» прошло обучение работников предприятия от выдачи электронной подписи как на торги, так и для частных лиц для работы на портале государственных услуг. Определены точки дальнейшей технической поддержки СКБ «Контура» и компании «Россип». Главная задача – это облегчить работу предпринимателей Якутии с бухгалтерией, а главное – спокойно работать с электронными продуктами СКБ «Контура» в любой точке республики, от полюса холода или берега моря Лаптевых до столицы России – Москвы.
У нас клиенты по всей республике, северные, вот ближние, Заречье, и пока никаких нареканий нету. Но если там какие-нибудь вопросы будут, они звонят, мы консультируем, помогаем, объясняем. Удаленно можем зайти по интернету и все делаем. На самом деле девиз нашей компании «Бизнес делают люди», поэтому мы стараемся относиться к нашим клиентам и к их проблемам со всей степенью вовлеченности, помогать нашим клиентам в вопросах, связанных с отчетностью, взаимодействием с контролирующими органами, оказывать качественную техническую поддержку. Она у нас работает 365 дней в году в режиме 24/7. Клиент, который приобрел один из наших сервисов, всегда был уверен в том, что ему помогут, и он всегда получит качественную услугу и высокий уровень сервиса. Постоянное сотрудничество вот уже на протяжении 15 лет между двумя компаниями дает право предпринимателям Якутии на дальнейшее развитие. Компания СКБ «Контур» и «Россип» гарантируют, что придут на помощь предпринимателю со сложным документооборотом и помогут в решении проблем малого и среднего бизнеса. Сертификат электронной подписи – это маленький ключ больших возможностей и базовый элемент развития вашего бизнеса.